В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Новый состав правительства. Обзор по персоналиям в обзоре нашего корреспондента. Свыше 100 домов в Якутске будут проверены газовиками. В основном деревянный жилфонд и те, кого не успели проверить в прошлом году. ЕГЭ и ОГЭ. Какие изменения будут в этом году для выпускников? Репортаж из Алдана. Массовое отравление детей в спортшколе в Чурапче. Воспитанников кормили некачественными рыбными консервами. Мальчик, которого в Ленске покусали собаки, с санрейсом доставлен в Якутск. И дайджест событий Нерюнгринского района в обзоре наших коллег. Главное событие за последние сутки в стране – это формирование правительства. Как и планировалось, накануне новый премьер Михаил Мишустин предложил кандидатов на посты министров и заместителей председателя правительства. В итоге есть новые лица, есть и те, кто оставил за собой кресло в Кабмине. Соотношение 50 на 50. Подробности в материале Анастасии Кобызевой. Напомню, новым главой правительства был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатура была утверждена Государственной Думой. Всего у председателя правительства Мишустина будет 9 заместителей. Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства, который до этого был советником президента по экономическим вопросам. Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко, бывший заместитель Мишустина в ФНС. Алексей Аверчук, также бывший заместителем Мишустина в ФНС, стал вице-премьером. Юрий Трутнев остался вице-премьером России, полномочным представителем президента в ДВФО. Также пост вице-премьера сохранила Татьяна Голикова. Она ответственна за социальные вопросы. На прежнем месте остался и вице-премьер, курирующий военно-промышленный комплекс Юрий Борисов. Дмитрий Чернышенко, который с 2015 года возглавляет «Газпром Медиа Холдинг», стал вице-премьером. Марат Хуснуллин назначен вице-премьером. Ранее он занимал должность заместителя мэра Москвы. И еще одно новое лицо в правительстве – Виктория Абрамченко. Она стала вице-премьером с 2016 года. Абрамченко руководила Росреестром. Свои должности в правительстве Мишустина сохранили 12 министров. Среди них генерал армии Сергей Шойгу, Сергей Лавров и другие. Отметим, что Антон Силуанов остался министром финансов, при том, что в правительстве Медведева он был еще и первым замом. Существенная часть правительства обновилась. Министром культуры России стала Ольга Любимова. Ранее она была главой департамента кинематографии Минкульта. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев. С 2018 года он был назначен вице-президентом Ростелекома по цифровым платформам. Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, который возглавлял Росздравнадзор. Бывший глава Рособорнадзора Сергей Кравцов стал министром просвещения. Министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков. В прошлом он был ректором Тюменского государственного университета. Министром спорта стал Олег Матыцин. Ранее он 10 лет был президентом Российского спортивного студенческого союза. Министром труда и социальной защиты стал Антон Котяков. С 2017 года он был заместителем министра финансов России. Министром экономического развития России стал Максим Решетников, в прошлом бывший главой Пермского края. Министром юстиции стал Константин Чуйченко, который в правительстве Медведева был главой аппарата и вице-премьером. Также добавлю, что Министерство по делам Северного Кавказа упразднено. Ранее ведомство возглавлял Сергей Чеботарев. Отмечу, что Конституция не устанавливает срок полномочий правительства. Но оно переназначается после президентских выборов. В отставку правительства отправляет глава государства или Кабмин сам просит снять с него полномочия. К новостям региона. Глава Якутии сегодня работал в военно-батантайском Улусе. В ходе поездки он ознакомился с работой котельной в селе Джаргалах животноводческого комплекса «Батантай», встретился с учащимися и педагогическим коллективом Сокырыжской общеобразовательной школы. Затем в улусной администрации прошло совещание по рассмотрению основных направлений социально-экономического развития военно-батантайского Улуса на период до 2030 года. Военно-батантайский улус у нас находится очень
таких непростых условиях. Это один из самых труднодоступных районов нашей республики. Вместе с тем, я вижу, что здесь люди смотрят на жизнь позитивно, развиваются. Хорошие показатели здесь, в том числе по демографии. Это один из немногих районов Арктики, в которых население не сокращается, а наоборот увеличивается. Высокая рождаемость. И вот сегодня мы видим, как здесь в Сакрыре началось уже строительство большой каменной школы. Есть проекты по строительству образовательных учреждений уже в малых наслегах. В Мирном ввели в эксплуатацию резиноперерабатывающий завод. Сегодня предприятие реализовало первый крупный контракт. Объем заказа составил 3 тонны. Заказчик – предприятие, занимающееся благоустройством общественных территорий города Нюрбы. Оснащение завода – современная производственная линия по переработке всех видов шины в резиновую крошку разных размеров. Это позволяет использовать продукт в создании универсальных покрытий. На сегодняшний день ведутся переговоры с другими муниципальными районами, и в ближайшее время планируется заключить несколько крупных контрактов. В этом заводе мы были еще летом. Мы уже знаем вот эту работу, которую вот региональный оператор проводит. В этом году мы планируем очень много работы провести по благоустройству именно города Нюрба. Резиновую крошку мы хотим использовать именно для детских игровых площадок, для благоустройства, а также для спортивных площадок. В Якутске газовики проверят порядка 90 домов с газовым оборудованием. Также к ним прибавляется 37 домов, где за прошлый год провести диагностику не успели. На сегодня с истекшим сроком эксплуатации остаются потребители из деревянного жилфонда. Это Строительный и Сайсарский округа. В компании «Сахатранснефтегаз» напоминают, что потребители обязаны внимательно подходить к требованиям безопасности и соблюдать все пункты. В противном случае газовики имеют полное право отключить газоснабжение. Конкретной диагностикой газового оборудования занимается частное предприятие. По результатам обследования они выписывают предписания для устранения нарушений. В этом году у нас по плану отключения запланировано 90 домов. По ним сейчас идет работа, оповестительные работы. Да? После этого уже в конце февраля, в начале марта уже будем ограничивать поставку газа. Не путать техническое диагностирование с техническим обслуживанием. Техническое диагностирование проводится тогда, когда срок газового оборудования, срок эксплуатации истекает. У выпускников школы осталось чуть больше недели, чтобы определиться с выбором предметов, по которым предстоит сдавать экзамены. Какие дисциплины популярны в этом году и будут ли принципиальные новшества в проведении главных экзаменов, расскажет Татьяна Вахнина. 11-классники школы с углубленным изучением отдельных предметов сосредоточились на решении тестов. Урок обществознания посвящен контрольной. Списывать нет смысла. Через 5 месяцев ребятам предстоит сдавать экзамен. И знать нужно как можно больше. Обществознание в качестве дополнительного ЕГЭ выбрал весь класс. Этот предмет у алданских школьников по-прежнему популярен. Готовить достаточно сложно. Из года в год усложнялись задания. Но в этом году задания не изменились, но уже в прошлом году были внесены изменения. Задания 25, 28, то есть они усложнились. Большой процент выпускников выбирает историю, затем следует информатика и физика. А вот иностранный язык и литературу вновь сдают единицы. Изменилась численность сдающих математику. Согласно нововведениям 2019-го, выбирать нужно либо профильный уровень, либо базовый. Если в прошлом году подавляющее большинство выпускников остановилось на профиле, то сейчас высшую сложность выбрали только те, кому она действительно нужна для поступления. У ребят настроение, я думаю, нормальное, отличное. Многие, в общем-то, мы пишем пробные экзамены. Большая часть наших ребят уже сейчас сдает на хорошие баллы. В соседнем кабинете девятиклассники сражаются с премудростями великого и могучего. Русский язык в качестве основного предмета будут сдавать все. Если единый госэкзамен для 11-классников в этом году особых изменений не претерпел, то в решении тестов по русскому языку учащиеся 9 классов станут в известном смысле первопроходцами. Изменения касаются того, что вместо 15 заданий осталось 9. Но это не значит, что экзамен стал легче. Наоборот, можно сказать, что его усложнили. В тестовой части вместо 13 вопросов осталось 7. Проверяется умение делать синтаксический анализ, пунктуационный анализ, лексический анализ, орфографический, конечно же.
Изменения продиктованы тем, что выпускники 9 классов 2020 года учились по новым федеральным госстандартам, и проверять знания следует по иной модели. Практически неизменной осталась часть задания, включающая сочинение, а для изложения могут быть предложены тексты разных жанров. В этом году в качестве текстов могут предлагать тексты различных жанров. Это и рецензия, и дневниковые записи, и очерки, и так далее. Учителя отмечают, что нововведения в госэкзамене в большей степени заставляют волноваться педагогов, нежели учащихся, поскольку для выпускников тестирование в любом виде станет первым и единственным. Предстоящую итоговую аттестацию ребятам попросту не с чем сравнить. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Тем временем в Якутске состоялось традиционное республиканское родительское собрание. Мероприятие проводится дважды в год. Это собрание прошло под лозунгом «Мы – будущее России» и посвятили его году патриотизма в Якутии. Родители школьников из улусов республики и столицы, а также педагоги и члены общественных организаций поделились опытом. Озвучили лучшие практики патриотического воспитания, а также взаимодействия родителей и детей в вопросах развития таланта ребенка. Представлены лучшие совместные проекты учителей и школьников по патриотическому воспитанию. Родители, как и педагоги, и дети, являются участниками образовательного процесса. Мы должны знать, мы должны их тоже привлекать в воспитательные и образовательные процессы. Поэтому мы, чтобы активизировать их позицию, услышать их, чтобы обратную связь установить, проводим такие открытые родительские собрания. Вопросы у нас различные. Они представляют свой позитивный опыт или вопросы воспитания детей с особыми образовательными потребностями, обеспечения информационной безопасности в нашем современном мире. Это тоже очень актуальная тема для родителей. Поэтому мы приглашаем специалистов, которые в этом деле могут им что-то подсказать, просветить их. Ну а сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Массовое отравление детей в спортивной школе в Чурапче. Воспитанников кормили некачественными рыбными консервами. Мальчик, которого в Ленске покусали собаки, санрейсом доставлен в Якутск. И дайджест событий Нирингринского района в обзоре наших коллег. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. По факту массового отравления детей в Якутии возбуждено уголовное дело. 19 детей отравились в селе Чурапча. Острое пищевое отравление получили воспитанники спортшколы-интерната Олимпийского резерва. На сегодняшний день 22 заболевших, 19 детей и 3 сотрудников. В этой школе учатся всего 450 воспитанников. На стационарном лечении находится 20 человек. Состояние средней степени тяжести. Диагноз – пищевая токсикоинфекция. Как установлено в ходе предварительного расследования, причиной недомогания 24 человек стал консервированный продукт, закупленный в магазине, расположенном в поселке Нижний Бестяк Мегино-Кангаласского района. На заболевших детях в школе-интернате предварительно было сказано, что они во время полдника ели консервы сайра и курицу, что возможно было как отравление. И один ребенок тяжелый поступил в реанимацию. После телемедицинской консультации с Якутском лечение скорректировали. На утро состояние стабильно. И утром тоже еще раз повторно провели с врачами детской инфекционной больницы. Тоже лечение корректировано. И состояние, как оценивается, в средней степени стабильно. Тем временем мальчик, покусанный собаками в Ленске, доставлен санрейсом в Якутск. В Минздраве Якутии сообщили, его состояние остается тяжелым. Ранее мы сообщали, стая из 15 собак напала на 8-летнего школьника в Ленске. Мальчик получил множественные укусы лица и тела. По данному факту Следком Якутии возбудил уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Расходы на перелет и лечение ребенка взяла на себя администрация города Ленска. И сегодня в Ленск прибыли руководство департамента ветеринарии Якутии. В связи с последним происшествием в городе это актуально. Они провели совещание с органами местного самоуправления, полицией, прокуратурой, Роспотребнадзором. О результатах заседания в материале Анны Кожевниковой.
Прозаседавшийся термин, некогда выдуманный советским классиком, до сих пор актуален. В Ленск сегодня прибыла заместитель председателя Департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия с целью доведения принятых постановлений республики в области осуществления деятельности по обращению с животными. В свете последних событий с нападением этих самых животных на ребенка и нанесением ему тяжелых травм, вопросов к представителю республиканского органа, уполномоченного заниматься как раз-таки решением данной проблемы, было много. Законодательно Российская Федерация данные полномочия передает регионам, они в свою очередь органам самоуправления, однако юридически это не оформлено. Субвенции муниципалитетам от республики выделяются минимальные, в зависимости от количества отловленных собак в предыдущий год. При этом прейскурант цен на те же услуги подведомственной им ветеринарии в районах не низкий. А животных сегодня необходимо прививать, лечить, если они больны, кастрировать, стерилизовать. Представитель департамента отметил, что Ленский район практически единственный, кто выделяет деньги на эти цели. И первый, кто заложил финансирование на строительство приюта. Пока в Якутии ни одного подобного предприятия нет. Действенных результатов данное совещание не дало, так как, собственно, департамент не может разрешить эвтаназию животных даже при таком случае, как нападение на ребенка и нанесение вреда здоровью. Республиканский закон, который у нас работал до 1 января этого года, он предусматривал такой вид работы, как эвтаназия. В связи с внедрением вот этого закона, нового федерального закона, этот метод уже не будет работать. И только в таких случаях предусмотрено только 2 случая эвтаназии животных. Это когда животное находится при острой травме, или второй случай – это когда, чтобы сократить мученические страдания животного. Результатов от дальнейшего чипирования, которое будет предусмотрено законом, ждать не приходится. Наказать владельцев животных, оказавшихся на улице при наличии чипа, не представляется возможным. У представителей Роспотребнадзора был вопрос по поводу того, кто будет заниматься вакцинацией от бешенства безнадзорных животных, число которых сегодня растет в геометрической прогрессии. А ответственные за них организации физически не могут отловить всех. Тем временем случаи укусов диких животных и распространения бешенства каждый год учащаются. Люди же настроены выходить с инициативами внесения изменений в закон на главу республики. Вы, наверное, помните тяжелый случай, что до смертельного исхода было у нас в Ленске собака своя, хозяйская собака, загрызла насмерть маленькую хозяйку свою. Поэтому, чтобы не повторялись такие страшные случаи, я думаю, что Илдархану или же нашему Илтумену необходимо принять жесткие меры в отдельно взятой республике. Единственное решение приняла городская администрация провести рейдовые мероприятия совместно с органами прокуратуры, полиции, ветеринарии и административной комиссии по частному сектору с профилактическими беседами владельцев собак. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. А в Амгинском районе опрокинулась цистерна с нефтепродуктами. ДТП произошло на республиканской автодороге. Сотрудники Амгинской госавтоинспекции оперативно провели контрольно-рейдовые мероприятия. В ходе обследования места происшествия установлено: большой груз марки «Скания» перевозил ГСМ по направлению Нижний Бестях-Ильдикан. Забуксовав на подъеме, водитель не справился с управлением. В результате опрокинулась цистерна объемом 41 кубометр. При визуальном осмотре присутствует едкий запах горюче-смазочных материалов. В настоящее время проводится административное расследование и откачка остатков топлива. Емкости содержания было керосин. И нами отобраны пробы. Пробы направлены, сегодня будут направляться в лабораторию республиканскую. В данный момент проводят откачку керосина. По окончанию откачки будет выявляться, сколько объема керосина вылилось на местность. А на Сахалине спасатели провели операцию по спасению более 200 рыбаков. Сегодня в заливе Мордвинова оторвалась льдина, на которой находились любители рыбной ловли. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели. В операции по спасению рыбаков приняли участие 18 спасателей и 14 единиц техники, в числе которой 4 лодки, 3 снегохода и судно на воздушной подушке «Хивус». Также был подготовлен к взлету вертолет Ми-8. Льдину унесло от берега на 300 метров. Рыбаков удалось эвакуировать. Пострадавших нет. К другим событиям. В современном мире мы часто сталкиваемся с нарушением наших гражданских прав, а недостаточное знание законодательства только усугубляет ситуацию. В Национальной библиотеке Республики в Якутске 2 раза в месяц проходят бесплатные юридические консультации. Обратиться к высококвалифицированным юристам может любой желающий. Об этом сюжет Ульяны Шагиной.
Жанна Дичкова узнала о том, что можно получить бесплатную консультацию через социальную сеть. Вовремя записалась и тут же приехала. Вопрос у Жанны был не рядовой, и женщина не знала, где проконсультироваться. Я узнала по WhatsApp, что именно сегодня будет принимать бесплатная юридическая консультация. И мне кажется, это очень удобно, потому что у каждого человека возникают какие-то острые вопросы по юридической консультации. Но у меня же был вопрос чисто общественного характера по регистрированию общественной организации нашей. У нас организация Ассоциации Лура Ветланов Чукча Республики Саха-Якутии возникли кое-какие вопросы по регистрации. И очень хорошо, что вот сегодня я пришла сюда за консультацией. С утра за бесплатной помощью к юристам уже обратилось 4 человек. У каждого своя проблема, но отзывы только положительные. Консультацию проводят квалифицированные юристы, специализирующиеся именно в вопросах гражданских отношений. Очень много вопросов по семейным, по трудовым. Кроме этого, есть в последнее время очень много по наследственным. Консультации здесь проводятся совершенно бесплатно в здании Национальной библиотеки на 2-м этаже. Ну, юристы, конечно же, обещают приложить все усилия, чтобы помочь в решении всех возникающих вопросов. Библиотека – место посещаемое. Не случайно именно здесь было решено проводить консультации населения. К юристам, к примеру, можно обратиться даже по вопросам оформления ипотечного кредита. Здесь не только ответят на все вопросы, но и помогут в поисках адвоката, если дело требует судебного разбирательства. В день на бесплатную консультацию обращаются порядка 10 человек. Прием ведется только по записи колл-центра по номеру 45 58 55. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. «400 работ про победу, отечество и детство» в выставочном зале Комдракмета в Якутске открыли выставку рисунков первого республиканского конкурса по изобразительному искусству под названием «Пою мое отечество». Выставку посетила и наш корреспондент Елизавета Васильева. Трогательный рисунок «Разговор с птичкой». Работа ученицы начальной школы. Призового места не занял, но понравился многим посетителям выставки. Там была птичка и ребенок, который играл на снегу. Я люблю рисовать. С 6 лет рисовала. У организаторов первый блин вышел не комом. В конкурсе участвовали около 400 работ из 17 улусов республики. На такой охват и рассчитывали организаторы. Работы принимали целый год по 6 направлениям в рамках проекта «Рисуем все». Дети очень хотят участвовать. Причем у нас были по положению даны форматы разные, но в то же время мы имели один формат, это паспорту должен быть оформлен так, как мы требовали, и формат работы он должен был быть на А3. И дети это все исполнили. Победителем в своем направлении по праву стала работа ученицы 10 класса Наташи Шкулевой из Аймяконского района. Это картина, на которой изображены 5 героев Советского Союза. Владимир Сапожников, Федор Попов, Николай Чусовской, Валентин Павлов и Алексей Миронов. Сама Наташа не смогла приехать в Якутск, но награда обязательно найдет своего героя. А в планах организаторов создание электронного альбома. Елизавета Васильева, Григорий Хлопков, Якутск. Ну и далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Нирингринского района. Я передаю слово моему коллеге Сергею Козюра.